Выльгорская сапоговаляльная фабрика в уходящем 2021-м отмечает свое 75-летие. Сыктывдинские валенки греют всю Сибирь и даже Дальний Восток. За несколько десятков лет производство с ручного перешло на механизированное. При этом высокое качество осталось неизменным. Дарья Вологжанина выехала на производство. Неотъемлемый атрибут русского костюма, русского образа жизни и даже русского характера – валенки. В России их производством занимаются только 7 фабрик, в их числе наша. Выльгорская сапоговаляльная фабрика согревает ноги жителей не только республики, но и всей страны на протяжении 75 лет. В свой юбилейный год она вступает уверенно, с новыми планами и перспективами. Мы участвуем почти во всех тендерах, которые проводятся в стране. Какие выигрываем, какие проигрываем. Поставляем на спецодежду газовикам, нефтяникам, алюминщикам. С этого года очень хорошо торговали через Озон. Вышли на площадки, и прекрасно мы грузим чуть ли не каждую неделю. История фабрики началась с цеха по ручному производству валенок. Сейчас это механизированное производство. Производственная мощь составляет 75 тысяч пар в год. Главный секрет теплых валенок, конечно же, хорошая овечья шерсть. Ее в Выльгород привозят из Средней Азии. Сначала она проходит стадию расчесывания на чесальной машине. Далее из нее делают так называемые полуфабрикаты. У нас шерсть. Мы с этой шерсти делаем полуфабрикаты, конуса. Их навиваем вот на эти конуса, получается у нас полуфабрикат. Потом мы сюда приделываем так называемую голову. И у нас идет в дальнейшем уплотнение до насадки. И все. Как говорится, валенок тупой как валенок, но он совершенно по производству не тупой. Он довольно сложный. За день фабрика успевает сделать около 360 пар валенок. Процесс налажен от и до. Сначала делают голенище, далее, как говорят сами сотрудники, головы. Получается огромный, раза в 4 больше будущего валенка чулок. Он внимательно проверяется на дефекты. За каждое изделие сотрудники несут личную ответственность. Мы делаем уплотнение валенок, мы делаем подошву, проверяем качество и отправляем на каталку. Следующий пункт – водяная баня, где при температуре 60 градусов 6 распаривается и дает усадку. Затем валенок насаживается на колодку и уменьшается до нужного размера. После – просушка. Последняя стадия производства – определение размера и поиск подходящей пары. Спрос на валенки, конечно, сезонный. Самое благодарное время для производителей – морозная северная зима. Такая, как в этом году. Чтобы заинтересовать покупателей, сапоговаляльная фабрика открыла цех отделки. Дизайн можно сделать на любой вкус. Украсить валенки цветами, снежинками и даже вышить собственное имя. К сожалению, спрос на валенки в стране падает, но, тем не менее, спрос есть. Особенно хорошо спрос показал в этом году, холодную зиму, начиная с ноября месяца. Народ вспомнил, что валенка – это самая лучшая обувь. На прилавке магазина валенки самые разные – черный, серый и брендовый белый, изготовленные с душой и теплом. Красота, конечно, важна, но все-таки главное, чтобы выльгорские валенки согревали вас в морозную зимнюю пору. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.